все надевают маски, да, при виде проверяющих. Вот только сотрудникам Роспотребнадзора эти маски не нужны. Специалисты хоть и устали повторять одно и то же, но продолжают это делать и словно детям. Объясняют всю серьезность ситуации. Одни останавливают, другие штрафуют. Сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора работают в тандеме. Очередной автобус проверяющие пытаются достучаться до пассажиров, которые в большинстве своем ничего не хотят слышать. Есть постановление, есть указ главы, что люди обязательно, ношение маски – это обязательно. И не ношение маски – это идет уже штрафные санкции. Вам же не понравится, если мы вас передадим в суд. Изменится. Почему не изменится? Дело изменится. Очень много изменится. С таким настроем и подходом все точно изменится. Причем не в лучшую сторону. В маршрутках о дистанции речи не идет. Маску нужно носить обязательно, ведь любой сидящий рядом может быть переносчиком опасной инфекции. Дистанции соблюдать вместе полный газеличи, я хочу, свежий воздух, да, именно общественный транспорт, большое скопление нахалчи, обязательно и из маски. В итоге вся вина ложится на водителя, которые разрешили сесть в машину без средств защиты. Будете нести ответственность, зачем вам это надо? 15 тысяч штраф, как минимум. Вы должны предупредить, запас масок положите. Если у них нету, то они пускай у вас, да, берут маски. А у тебя без маски посадки нет, Ну вы еще раз должны повторить. Да. Запас, Халид, если кто-то заходит, да, без маски, маска на угол. Пускай одевают тело. Ситуация очень сложная, поэтому ввели обязательно масочный режим, находясь в общественном транспорте, каждый должен находиться в маске. Это не первый рейд, да и предупреждения давно закончились, поэтому выписывают предписания, а вместе с ними штрафы для физлиц в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 50 и выше. Если сравнить картину с предыдущей проверкой, то сейчас масочный режим хоть и насильно, но многие соблюдают. Общественный транспорт, 90% маска, водители, пассажиры, ситуация в республике доллар, у меня доллар, маска, Ограничиваться проверкой общественного транспорта специалисты не стали. На очереди продуктовые магазины. На удивление, в этом без масок никого не обслуживают, а потому железному правилу приходится придерживаться всем. На входе, как и полагается, лежат маски и антисептики. Да, без масок в магазине не заходить, да, у нас охрана стоит, без маски не заходить, если нету маски, мы предлагаем маски. Ну, обязательно в порядке. В обязательном порядке. Надеемся, что нас понимают, хотя иногда и не нравится наше пожелание одеть маску. Но мы будем, кому не нравится, уже привлекать к административной ответственности. Это очень серьезные требования. Еще одно обязательное правило – социальная дистанция. Разметка есть, а значит и этот пункт выполнен. Администрация заведения жалуется, очень часто приходится спорить с покупателями, что маска нужна, а в противном случае просто не пропускают. Ну, царцы язык амяла, зди, кядби, зди, царк, объяснить, зди, тоже хейдер. А бизнес барса шашт халдали война гаиды, хаями, масочный режим введен, есть злозер доложды 20 дал децри, что рядом с нормастер корза дадмиштер войн, лурждым ее лордал дизер, кахандис, вой лордой, ахлозер ихдады война ахтаход. А вот в соседнем канцелярском магазине дела обстоят хуже. Разметок нет, как и масок, поэтому здесь сотрудники составляют административный материал на владельца. Фамилия как вы, хозяин? Под прицелом надзорных органов оказался и торговый центр «Фабрика». Вход без масок воспрещен. Разметки по всему коридору, а на дверях предупреждение, чтобы без масок порог не переступали. Продавцы к визиту Роспотребнадзора уже привыкли, а потому стараются не повторять прежних ошибок. К примеру, в этом магазине маски даже на манекенах. Ну, мало ли, без внимания не остались и салоны красоты. Септики. Я не хозяйка салона.
Нарушений нет, а значит претензий тоже. На улице маски продают по 15 рублей. Забыл дома? Купи, надень и проходи. В комплексе весьма ответственно подошли к требованиям. В торговом центре «Фабрика» работает только один из эскалаторов. Может подниматься только наверх, а вот второй отключили из соображений безопасности. Сделано это для того, чтобы люди соблюдали дистанцию в 1,5 метра. Наведались надзорные органы и в торговый комплекс «Корона», где дополнять свое название вторым корнем вирус точно не желают. Людей тут много, без масок также не пропускают и продают у входа. Осмотрев магазины, претензий у комиссии не возникло. Если кто-нибудь зайдет сюда без маски, за него ответственность будете нести вы. Хорошо. Там штрафы очень большие. Хорошо, мы специально положили маски. А вот на улице ситуация совсем другая. Маски носят от силы каждый 20-й. Да и внутри никто не носил бы, говорят сотрудники Роспотребнадзора, если бы те не требовали. Картина маслом. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.